Вот уже 10 дней 6 специалистов из Москвы различной направленности находятся в Ингушетии для оказания помощи местным врачам в борьбе с коронавирусом. За это время им совместно с нашими докторами удалось добиться значительных результатов в лечении пациентов, заболевших COVID-19. Каждый из выступающих отметил, что они успели ознакомиться с методами лечения ингушских врачей этой пока не до конца изученной болезни и были приятно удивлены, потому как их назначение практически ничем не отличалось от того, что они сами рекомендуют. Все те препараты, которые мы применяем и которые озвучены в рекомендациях и 6-го пересмотра, и 7-го пересмотра, они, по сути дела, оказывают такое опосредованное влияние на вирус, и действие их научно еще, к сожалению, не доказано. Поэтому все достаточно относительно в этой жизни и относительно в лечении этого заболевания. Алексей Сохликов рассказал собравшимся о принципах интенсивной терапии. Реаниматолог-анестезиолог отмечает, что в реанимации региона лечение пациентов такое же, как и везде. Если же говорить о самих реанимационных отделениях, то они оснащены всем необходимым, а специалисты лучшие в своем деле. Во всех отделениях реанимации я увидел слаженную, на хорошем техническом и методологическом уровне работу отделений реанимации, что отрадно, я увидел людей по-настоящему горящих своей специальностью, интересующихся, читающих современную литературу. Я увидел людей искренне сочувствующих пациентам, желающих им помочь, и для меня это было самым главным, что я увидел. Что касается технического обеспечения, оно в целом соответствует техническому обеспечению большинства многопрофильных стационаров, в том числе и Москвы. А так я оцениваю работу всех своих коллег как высокопрофессиональную. Еще раз повторюсь, что кроме уважения, в некоторых случаях восхищения, сказать мне дополнительно нечего. Все просто молодцы. Тем более многие не уходили с работы неделями и даже месяцами. Это самоотверженный тяжелый труд. Я знаю, что это такое. И как никто другой я могу сказать, что ваши реаниматологи реально спасли ситуацию. О том, как защитить себя, говорил руководитель группы Арнольд Маркаров. За время нахождения в регионе они провели работу со стационарными и амбулаторными пациентами совместно с ингушскими врачами. В своем докладе он отметил высокую подготовленность, открытость в общении и желание наших специалистов накопить еще больший опыт в своей работе. Следует отметить, что зачастую те схемы лечения, которые мы видели, применяются на практике, они мало чем отличаются от тех схем, которые есть, в принципе, рекомендованные нашим Министерством здравоохранения. Все те моменты, которые были накоплены уже опытом нашим, мы передали вашим коллегам. Очень надеемся на то, что это будет применяться и что это даст пользу и хорошие результаты для лечения жителей Ингушетии. В плане оборудования мы знаем, что большая часть имелась, что-то началось сейчас появляться. Появилось с гуманитарной помощью, что-то приобреталось вашим руководством. И на сегодняшний день, надо сказать, что проблем с подбором терапии, адекватным подбором терапии, ее нет. На сегодняшний день ситуация в регионе с заболеванием COVID-19 идет на спад. Таких результатов удалось достичь благодаря мерам, принятым главой республики о самоизоляции граждан, отмечает главный врач Назрановской районной больницы. Именно их медучреждения одним из первых в жаркий период распространения пандемии коронавируса приняли удар на себя. Неукоснительно соблюдались рекомендации, которые были даны из федерального центра. Мы пользовались этими методическими рекомендациями, которые нам были даны с Минздрава России. Поэтому они нашу работу оценили. Я не знаю, как это сказать, наверное, не буду озвучивать баллы какие-то, но они они довольны, и они те минимальные ошибки, которые были нами допущены, они нам исправили их. По поводу тех препаратов, которые они нам привезли в помощь, подсказали, как мы должны с ними работать. Естественно, это люди, которые работают в научно-исследовательских институтах, работают в таких больших клинических центрах. Конечно, мы от них получили большую помощь.
Как отмечает министр здравоохранения Зарема Альянова, работа врачей, которые прибыли из Москвы по поручению президента России Владимира Путина, огромное подспорье для нашей республики. Консультации проводились по всем направлениям, беседовали с пациентами, организовывались мастер-классы для врачей. Очень позитивное взаимодействие с нашими медиками. Во-первых, они оценили работу всех медицинских учреждений, которые задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это республиканская больница, это больница районная НРБ, Малгобекская, Сунжинская и Кантышская больницы. Общение с медиками, осмотр тяжелых пациентов, просмотр истории болезни, это оценка схем лечения, оценка адекватности проводимого лечения. Кроме того, что было проведено консультирование всех стационарных больных, и не только тяжелых, которые находятся в реанимации. Кроме этого, наши доктора успели поработать в районах с амбулаторными пациентами. Но, конечно же, работа проведена очень большая. Срок пребывания московских врачей в регионе был определен в 2 недели. А дальше, согласно дальнейшим указаниям из центра, останутся здесь еще на какое-то время или же вернутся в столицу. Светлана Томова, Асхаб Белакиев. Новости 24.